Приветствую всех на канале Магия Песка. Меня зовут Ольга, и сегодня для вас, мои дорогие зрители, я сделаю отсыпочку на песке на такую тему. О чем вам важно узнать прямо сейчас, какую важную информацию откроет вам сегодня песок. Информация будет из потока. Настройтесь, пожалуйста, на гадание. Подумайте о том, что вам важно, что вас волнует. Может быть, у вас есть какие-то вопросы. Задавайте, думайте, отправляйте во Вселенную. Если придет ответ, я обязательно вам его скажу. И прежде чем мы начнем, всех вас, мои дорогие, хочу сердечно поблагодарить за то, что доверяете, за то, что выбираете быть со мной, и за ту невероятную и теплую поддержку, которую вы мне оказываете. Земной вам поклон. Так, мои хорошие, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, кто ждет человека, либо кто ждет проявления от человека? Человек в пути, человек бежит, человек спешит. Может задержаться, но постарается вовремя. Вот мне идет, что к вам кто-то едет, к вам кто-то спешит. Тот, кто обещал, тот, кого ждете, ну либо так, кого ждете. И человек делает все возможное, чтобы успеть вовремя. Да, могут быть какие-то проблемки, могут быть какие-то нерешенные ситуации, но человек прям бежит, бегом бежит в вашу сторону. Четверка. Кто в семье поругался, кто в семье поссорился. Как поругались, так и помиритесь. Это ненадолго. Примирение будет и гораздо раньше, чем вы могли бы об этом подумать. Ссора неприятна как и вам, так и тому, с кем вы поссорились. Здесь с двух сторон будут предприниматься меры, чтобы поскорее помириться. После этой ссоры вы как-то по-другому начнете друг к другу относиться, больше, наверное, доверять, ценить и будете избегать острых моментов. Контролировать будете, что вы друг другу говорите. Да, скорее всего, наговорили лишнего, из-за этого поссорились. Как вы поссорились, так вы и помиритесь. Дальше. Злой человек приступил к каким-то практикам. Здесь, скорее всего, воздействие в вашу сторону, темный посыл. Смотрите, у кого ночью будут проблемы со сном, то есть это бессонница, либо это плохие сны, вам может стать очень сильно жарко во сне, либо наоборот очень сильно холодно, так что прям озноб будет пробирать. Пот будет течь, либо озноб будет пробирать. Вы почувствуете, вы это почувствуете. Человек какие-то темные запретные практики применяет по отношению к вам. Но с другой стороны, я вижу, что у вас иммунитет, что ли, к этому. Либо ваш иммунитет к магии, он очень сильный, и он справится с этим негативным посылом. Обязательно, если вы почувствуете на себе эти проявления, обязательно сделайте чистку, обязательно прочитайте защитную молитву. Мне идет, что это тайные практики, запрещенные практики, и они будут проводиться в ночное время. И вы это почувствуете. Ваш иммунитет, ваша сила, ваша защита сработают. Но вы будете ощущать, что на вас идет воздействие. Я уже сказала, бессонница, плохие сны, слишком жарко будете потеть, либо слишком холодно, прям зубами будете стучать. Вот именно во сне это все происходит. В то время, когда нормальные люди спят, дурные люди чем попало занимаются. Да, темный посыл. Тут еще так показано интересно, что ваша сила мало того, что защитит, так еще и отобьет. Буквально там в течение 7 дней, да, потому что на человеком цифра 7, вы узнаете, кто насылал на вас негатив. С этим человеком что-то произойдет. Как минимум заболеет, как максимум пострадает. Ну, пострадают, как бы разные, да, могут быть ситуации. Падения, нападения, аварии, какие-то вот такие неприятные моменты. Вы узнаете, вы поймете, кто это делал. У кого-то еще может отыграться, что человек сам признается. Ну, может, и не специально признается, но вот какими-то намеками, да, вы поймете.
Да, именно в ночное время. Если это уже происходит, ну, это магия. Магия, которая творится по ночам, и магия негативного характера. Идут посылы, насылы, но ваша сила, ваш иммунитет с этим борется и справляется, слава Богу. Дальше, с правой стороны. Знак бесконечности, он же 8. У вас бесконечность перед глазами. Вечность, бесконечность. Мои хорошие, если вы с какими-то мыслями, что вот скоро что-то закончится, да, счастье, любовь, добро, какие-то, может быть, моменты, да, положительного характера, вы ошибаетесь. Это темная сила вам навеивает это все. У вас перед глазами знак бесконечности. Если что-то закончится, то новое начнется. Да, может быть, это не конец, а переход на более высокий уровень. Допустим, вы боитесь, что вы там работу потеряете. Вы ее не потеряете, скорее вы лучшую работу обретете. Либо вы боитесь, там, что любовь в семье, в отношениях закончится. Ничего такого не будет. Ничего не будет. Мне вот идет, что вас какой-то чертик дергает. Темная сила, может быть, неуверенность, либо какие-то страхи, которые вы почерпнули от других людей. Да, с кем-то пообщались, у кого неприятности в жизни, и эти негативные установки вам тоже передались. И вы начали об этом думать, и вы начали сомневаться, вы начали переживать, хотя как бы причин для вас я не вижу для переживаний. Женщина в безвыходном положении, в безвыходной ситуации, ручки разводит, такая, говорит, я беззащитная, ну все, как бы конец, да, я ничего не могу поделать. Но женщина даже не догадывается, что рядом есть мужчина, который неравнодушен к этой женщине. Мужчина старшего возраста, мужчина будет помогать. Мужчина уже все решил, и даже у кого-то отыграется, что мужчина уже начал за вас договариваться. Какой бы ни была ваша проблема, поверьте, вы не одна. И поверьте, есть тот, кто к вам неровно дышит. Опять же, это не обязательно прям любовь и страсть. Это могут быть и отеческие чувства, да, и родственные чувства, платонические чувства. Да? Но тут мужчина старшего возраста, и он будет вам помогать. Он уже это начал делать. По крайней мере, в мыслях у него это уже четко сформировалось. У кого-то отыграется, что он уже с кем-то о вас говорил, либо говорил о вашей ситуации. Дальше муж с женой в разные стороны смотрят, но одной дорогой идут. Так часто бывает в семейных отношениях. Притирки, они бывают в разных, как в парах, и бывают и в начале отношений, и в середине отношений, и под, извините, золотую свадьбу. Мои хорошие, как бы вы там друг к другу не относились, что бы вы друг о друге не думали, но вы идете одной дорогой, и это уже не изменить. Вы друг другу судьбой данные, небесами повенчанные, ну куда вы друг от друга денетесь? Да, притирки бывают, и никто от этого не застрахован. Бывают кризисы в семейных отношениях. Вот если есть тут психологи, либо люди, которые увлекаются психологией, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Там, по-моему, цикличность есть, да, определенные там временные промежутки, наступает там кризис семейной жизни. То есть это нормально, это не конец, это не разлюбили, это не будете разводиться. Это просто вы в такой фазе находитесь. Вы все равно идете одной дорогой. Вообще у вас дорога одна на двоих. Куда вы с этой дороги друг от друга денетесь? То, что смотрите в разные стороны, может, это даже и полезно, да? Потому что разные интересы, разные взгляды, разная подача могут вам даже на плюс, как к семье, как к паре пойти. Что не видно одному, видно другому. Понимаете, еще на пользу может вам пойти. Так что слишком близко к сердцу не принимайте. Но здесь чья-то подруга показана, очень коварная, очень подлая, вообще такая оторва. Подруга, с которой врагов не надо. Да? Подруга хуже любого врага мне идет. Какая-то бешеная женщина. У нее прям злоба к вам, злоба и обида. Может, она нервный такой человек, либо у нее проблемы с психикой. Такое впечатление, что она прям злобу затаила, вот как обиделась на вас. Вынашивает планы мести. Отомстить вам хочет. Она, кстати, изменилась в отношении, в поведении. У нее лицо такое смурное стало. Из-под лобья смотрит, практически не разговаривает. Либо бурчит, либо мурчит. Как-то, видно, у нее на лице все написано. И знаете, вы
возможно, думали об этом, да, что что-то есть, что-то не так с ней, и вы были правы. Мне вообще идет, что человек травмированный, психика травмированная. Может быть какая-то проблема, которая стала усугубляться, именно проблема с психикой, да, с эмоциями, с ментальностью. То есть она, возможно, такой родилась, возможно, она такой стала, но все усугубляется. И как бы вам не жалко было эту женщину, как бы вы ее не жалели, лучше держаться подальше. И чем быстрее, тем лучше. Нехорошее что-то с ней происходит. И я, к сожалению, не вижу, чтобы она пыталась лечиться, либо она принимала бы информацию о том, что ей нужно лечиться. Если вы ей об этом скажете, она, скорее всего, на вас накинется. Если ей кто-то об этом скажет, накинется и побьет. Понимаете? Вот так мне идет. Проблемы с психикой. К сожалению, люди очень ранимы в этом плане. И оно не болит, понимаете? Нельзя понять, что у тебя проблемы. Оно не болит, к сожалению. Это только самые близкие могут увидеть, и самые близкие могут понять. И то не всегда. Мне идет, что у нее, да, травма какая-то. Травма, болезнь, состояние. И дальше это будет еще ухудшаться. Она обиделась на вас просто так, беспричинно. Вот знаете, вот что-то на нее нашло, и она на вас обиделась. И еще показано, что она очень злопамятной стала. Она прям, знаете, все помнит, как этот человек-слон, да, все помнит, ничего не забывает. Но помнит как-то в своей интерпретации, да, не так, как было, а так, как ей показалось. И это прям патология, это плохо. Лечиться, надо лечиться, но лечиться она не будет. Тут у вас к разрыву идет, разрыв отношений, и поверьте, вам это на благо. Она уже себя не контролирует, либо слабо контролирует, а дальше будет больше. Подруга, коллега, с кем общаетесь, с кем долго общались. Человек просто меняется на глазах, и это болезнь. Болезнь, к сожалению, которой никто не занимается. Может быть, у вас были подозрения, ваши подозрения, они 100% правдивы. У кого были подозрения, была такая мысль, что у нее что-то нехорошо с головой, с психикой, у вас очень сильная интуиция, я бы советовала вам ее развивать. Помочь, навряд ли вы поможете, тем более, если человек не хочет, чтобы ему помогали, то все попытки будут без толку. Дальше показывают мужчину, который от вас правду скрывает. Какую-то правду прячет, скрывает, не говорит, прям, знаете, либо отмалчивается, либо делает все, чтобы там лишний раз на глаза не попадаться и лишний раз вот диалог с вами не вести. Этот мужчина, он не хочет вам вредить, он не хочет, чтобы вы расстраивались, он не хочет, чтобы вы переживали. И также он не хочет терять свой вес, свой авторитет в ваших глазах. Какие-то подстыдные тайны, какие-то ошибки, какие-то промахи. И ему лучше даже как-то, знаете, избегать вас и не общаться, чем рассказать вам правду. Мужчина может быть и парень, и муж, и сын, и брат, и отец. Вот у кого мужчина так себя ведет странно, замкнуто, отстраненно, избегает, не общается, спросишь, придумывает причину, чтобы вот сбежать, убежать и не говорить. Вплоть до того, что там специально на работе задерживается, скрывает какие-то проблемы, не хочет вас расстраивать. Хотя, знаете, без вашей помощи он не справится. Нет, все равно придется рассказать, либо вам придется проявить инициативу, нарыть на него информацию, да, кого-то расспросить, кто-то знает, какие-то мужчины в курсе, либо на работе, либо с кем он дружит, и узнать правду и уже там помогать, так ему сказать, что я все знаю, да, не надо прятаться, не надо скрываться, да, давай я буду тебе помогать. Сам не справляется, сам еще больше в эти проблемы закапывается. Но опять же, не говорит, вы сами поймете, да, не говорит, потому что он вас жалеет и потому что хочется быть для вас вот таким важным и крутым. Взрослым, самостоятельным и все решающим. На самом деле это не так. Дальше. Кто у меня на каких-то жестких диетах сидит? Прям человек вообще ничего не кушает, но и не худеет. Мои хорошие, вы себя так доведете, вы понимаете, вы превращаетесь уже, не знаю, в верблюда, да?
То, что вы не худеете, это протест вашего организма. Организм запасается чем может и как может. Вот, вам нужно кушать. Но кушать надо правильно. Я не диетолог, я не доктор, я не могу вам прописать рацион питания. Но то, что вы делаете, очень пагубно влияет на ваш организм. И если дальше так будете продолжать, вы либо в голодные обмороки будете падать, либо у вас упадок сил, либо вы еще больше поправитесь, потому что организм будет с вами бороться, он будет запасаться до последнего, запасать все, понимаете? И воду, и все, что вы съедите, все будет запасаться. Кстати, у кого-то еще могут быть по такому знаку отеки, проблемы с лимфой, застои могут быть. Это уже не еда, а это именно нету сброса лимфы, нету сброса вот каких-то вредных, может быть, накоплений в вашем теле. Диета – это не панацея, это путь в никуда, это только усугубить свое состояние своего здоровья и внешнего вида. Надо как-то с умом. Слушайте, в Ютубе так много каналов с диетологами, нутрициологами. Не знаю, там можно же найти информацию, можно. Не надо так над собой издеваться. Ваше тело, ваш организм вам этого не простит. Вы меня извините, понятно, что все хотят быть стройными. Вот эта навязанная идея этих внешностей, телосложения моделей. Но это хорошо для девчонок, 15-17 лет. А что делать тем, кто постарше? Не издевайтесь так над собой. Это вредно, это плохо, так нельзя. Дальше. Здесь показано, что вам нужно усилиться, приложить больше усилий в каком-то деле. Здесь какая-то морковка очень необычная. У нее огромная ботва и очень длинный корнеплод. Да, вот сама эта часть морковистая. Усилиться для того, чтобы ее вытянуть, да, решить какую-то ситуацию, добиться своего, получить результат. Тяжелая эта задача, ботвы много, неудобно. Опять же, глубоко растет. Не время сдаваться, а время открыть второе дыхание и приложить все свои силы. Да, не щадите себя, поверьте, вам это воздастся. И аккуратнее надо немножко делать, потому что ботву можете оторвать, а вот сама эта морковь, она останется в почве. С умом надо все делать. Но не время отдыхать, не время сдаваться, а время усилиться. Так, кому-то очки надо одеть, вы чего-то не видите. Прям советуют надеть очки. Может быть, у вас проблема со зрением. Может быть, вы сознательно избегаете ношения очков. Кому-то неудобно, кому-то неэстетично. Мужчины и женщины одинаково предсказания. Надень очки, чего ты не видишь, упускаешь. А может быть, из-за того, что ты плохо видишь, могут быть какие-то неприятные моменты. Сходите, проверьте зрение. Если у вас уже есть очки, то, пожалуйста, носите. Это важно. Важно, очень важно, чтобы не было каких-то дурных последствий. И также, возможно, какие-то вещи вокруг вас происходят, а вы их удачненько не видите. Либо не придаете значения. Тогда оденьте очки и посмотрите повнимательней. То, что может быть для вас хорошо, то, что может быть для вас полезно. Потому что очки у нас именно в правой стороне. Не замечать, не видеть возможностей, потенциала, развития, каких-то людей хороших, на которых нужно обратить внимание. Да, будьте повнимательней. Сейчас хорошее время, и надо смотреть повнимательней. И также, если проблемы со зрением, не пренебрегайте, носите очки, чтобы не было потом обидно и жаль, что этого не делали. Так, мои хорошие, еще по поводу каких-то людей вам нужно знать. Эти люди нечестные, эти люди плохие, эти люди как-то они неправильно живут во грехе, либо творят грехи. Какие-то они не очень хорошие, я бы даже сказала, очень даже плохие. И вы все время смотрели и думали, да как так, да? Где справедливость, где закон, где мирской закон, где Божий суд? Вот почему так происходит? Почему этим людям все дозволено, руки развязаны? На самом деле там не все так просто и не все так однозначно. Но что вы должны знать? Скоро эти люди, кто сейчас как правит, управляет, кто такие, знаете, крутые, счастливые, скоро они станут самыми несчастными. Настолько сильно несчастными, что даже вам их станет жаль.
и вы будете думать: о, ну прям слишком досталось им, можно было и помягче, да. Вот какая-то такая ситуация идет. И вообще я не понимаю, что я вижу. Здесь картинка, когда одни люди как будто бы из темноты поднимаются, другие как будто бы в темноту опускаются. Какой-то естественный отбор, что это? Какая-то ротация. Ну вот знаете, как воцарится справедливость, либо все станет на свои места. У вас вверх идет, а у тех других людей низ идет. Может, местами поменяетесь, либо наконец-таки вы займете свое место под солнцем, да, как справедливость воцарит. Но что-то надвигается то, что никто не ждет, но на что надеются те, кто сейчас в тяжелом положении находится, да, у кого жизнь достаточно тяжелая и проблематичная. Вот вы возрадуетесь, и вы на это, скорее всего, надеетесь. Либо в душе просите, чтобы это случилось, но хоть чуть-чуть, да, вот света, солнца повидать, хоть чуть-чуть пожить как люди. Вот идет такой момент. Может быть, какие-то законы, правила, да что угодно может отыграться. Это все-таки отсыпка, да, и она общая. Еще показано, что вам какой-то шанс будет дан, но вы не должны этот шанс упустить, и очень серьезно нужно к этому отнестись. Шанс может и в личном, и на работе, и в бизнесе, и в делах. Да где угодно может отыграться этот шанс. Главное, не упустите. Шанс, он невелик, но в нем что-то есть. Понимаете, в нем что-то есть. Не каждому он будет дан, но кто получит, не упустите. В ваших же интересах реализовать этот шанс. Вот как сможете, как сумеете, как получится, но не отказываться. Чтобы не было такого: о, нет, это сложно, не буду этим заниматься. О, нет, это что-то странное, не хочу. Нет, нет. Если шанс идет, бери, делай. Принимай. Принимай. Понимаете, вам вот дают маленький шанс, вы его берете и принимаете. Вселенная такая: о, надо дать еще. Потом в следующий раз больше шанс, больше, 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 и так вот прям до бесконечности. А когда человеку дается шанс, он такой: да ну мне некогда, да? Что мне с этими шансами? Мне некогда, мне вот готовенькое подавай. Вселенная такая: ну понятно, вычеркиваем, да? Потому что человеку не нужны эти шансы. Человек довольствуется тем, что он имеет. Еще тут показано, что вам слушать кого-то нельзя. От слова совсем. Люди с советами, с пожеланиями, с какими-то просьбами, наставлениями, нравоучениями. Не слушайте. Вообще не слушайте. Живите своим умом. Чужой опыт для вас не полезный. Чужой опыт для вас — это просто слова, байки, сказки, легенды. Да? Нарабатывайте свой, и поверьте, вы не тот человек, кто должен слушать. Скорее, вы тот человек, который должен делиться своим опытом, своим знанием, своими наставлениями. Вы вот поумнее и поопытнее, чем все те, кого вы знаете. Так, на минуточку, навскидку. Даже если у вас нет там какого-то специфического, уникального, сложного образования, совершенно не важно. Все, что надо, у вас есть, и даже больше. У вас мудрость рода присутствует. Представляете, мудрость, которую нарабатывали поколения ваших предков. Это гораздо круче. Еще показываю человека, который вам руку протянет. Причем протянет не просто так, а в нужный момент. Этот человек неуклонно следит за вашей жизнью, очень многое о вас знает. Человек может не проявлять интереса в вашу сторону, но при этом человек вам не чужой мне идет. Не чужой. Какое-то место занимал, либо играл в вашей жизни и судьбе. Потом вот как-то разошлись, расстались, перестали общаться. Но связь между вами осталась. И я вижу, что этот человек вам руку протянет. Не отвергайте эту руку. Не отвергайте. Даже если вы обижены, даже если вы там что-то про этого человека знаете, простить не можете, не отвергайте. Это помощь, которая вам будет действительно нужна, и помощь, которую нужно принять себе во благо. Кстати, возможно, с этой протянутой руки между вами и этим человеком все в корне поменяется. Может быть, и не вернутся прежние отношения, но, по крайней мере, вы будете общаться, вы будете дружны, и вы будете на одной волне. Еще для женщины говорят, чтобы к какому-то мероприятию готовились. Здесь мероприятие праздничное, веселое. Надо быть красивой. Надо быть красивой, надо быть уверенной в себе.
Вам туда обязательно нужно идти. Кто-то из вас на этом мероприятии как будто бы судьбу встретит. Это может быть праздник, это может быть какой-то праздничный выход, раут, светское какое-то мероприятие. Может быть, чей-то день рождения, свадьба, крестины, именины. Обязательно идите, обязательно оденьте самое красивое, самое лучшее свое платье. Что-то там произойдет, что-то важное. Как, знаете, счастьем жизнь наполнится. Обязательно идите, не пропускайте. Мои милые, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.